Так, друзья, мы находимся в Шарое, так сказать, в Шаройском замковом комплексе. Вот он. Чтобы было видно. Вот. Великолепные башни, красивые, реконструированные, восстановленные, так называемые, сейчас восстановленные. Сейчас же любят у нас говорить об этом. Башенные комплексы, которые сохранили. Это самый большой комплекс в Шаройском районе, где такое скопление было боевых башен. Как вы знаете, здесь их 6 штук. Вот начиная оттуда, Машикулей, все как видите, бойницы. Здесь жилые, двухэтажные, трехэтажные. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Вот этот башенный крайний комплекс, наименьший его восстанавливали. Там целый остался кусочек, как видно. Туда я ближе, поскольку я раньше снимал, я не стал снимать. Это одно из на главных путях, артериях шелкового пути находится этот замковый комплекс, оборонительный замковый комплекс. Вот. И когда попадаешь к нам в горы, когда видишь эту прекрасную башенную архитектуру, понимаешь, на самом деле не зря мой преподаватель, ныне покойный Далгеш Штуэцун, Джабраил Юрьевич Чахкиев, называл Нохчичуэ, Ингушетию и Осетию музеи под открытым небом. Эти величественные пятиэтажные башни с пирамидальными крышами, все это настолько величественно, настолько красиво, бесподобно. Каждый камень, как над ним трудились, старались, восстанавливали. Это, конечно, не передать. Да, конечно же, здесь, поскольку это музей, заповедник, здесь и двери, и окна, все поставили, держится. В остальных местах застекленные окна, их не бывает. Здесь вы видите небольшие застекленные окна на втором, третьем этаже. Вот, трехэтажная, двухэтажная башня. Так что мы будем продолжать дальше. А тех, кто не побывал у нас, на нашей родине, в исторической области Дзурцукети, Шаройский район, реально вдохновляет, реально показывает всю красоту и величие нашей архитектуры. Поэтому изучайте историю, любите нашу историю. Нужно ездить, и не обязательно, как говорится, ездить только в свои родовые земли. Это все наша родина. И по этим землям когда-то ходили представители всех наших тайпов. Воевали, обороняли, защищали. После депортации запрещено было возвращаться в Шаройский район, в том числе и в Шарой, Шикарой, который мы только что посещали. Люди, которые проживали в Шаройском районе, были насильственно расселены, то есть переселены и заселены в Наурский район, некоторые Гроздинский район. В основном там Наурский район они заселились. Вот в этой части. Чуберлоевцы и шароевцы заселяли Наурский район. Здесь наиболее хорошо сохранились башенные комплексы в Шаройском районе, петроглифы,
Вы видели на Шикоройской башенном комплексе тот самый знаменитый солярный знак, который с 92 года по идее Айсыка Дзоева был нанесен на флаг соседнего региона. Вот. Когда я вам рассказывал, что эти петроглифы есть по всей территории Чечни, многие говорили, там, нет, это наше, вы украли. Какой украли? Башенные комплексы 13 века, которые вообще никогда не граничили и не граничат с ингушами, да и здесь никогда и не было ингушей. Я спрашивал у старожил, имеется в виду ни строителя, ни зодчих, никого. Здесь память у этих гор очень хорошая. Они все это помнят, знают. Вот. И никогда здесь не было, а петроглифы есть. Различные петроглифы, в том числе вот эти солярные знаки в виде тамги, трехнаконечной, четырехконечной, знак вечности, знак солнца. Так что посещайте родину, горные части, Дзурдзуки, Кистинцы, Нохчи. Это самое главное, важное, чтобы знать свою историю.